Ажурное плетение, фактурный гипюр, струящееся кружево. Словно кто-то невидимый нанизывает и нанизывает на тонкие спицы легкие петли. Буюк Джума Джами, в обиходе соборная мечеть, озарена весенним солнцем, и взметнувшееся высокое небо мачты минаретов придают ей облик большого корабля. Каждый, кто оказывается здесь, проникается духом больших надежд, безграничной верой и ожиданием счастья. Архитектор Эмиль Юнусов вводит по беленым залам группу экскурсоводов, которые давно мечтали увидеть грандиозный объект своими глазами и рассказать о нем жителям и гостям Крыма. Вы знаете, мы с такой пытливостью всегда проезжаем на южный берег Крыма посмотреть дворцы, парки. Проезжаем мы город Симферополь и видим этот потрясающий, такой объемный, великолепный объект. И постоянно роятся вопросы не только у нас, но и у туристов. И вы знаете, это настолько так назрело, что мы решили атаковать этот прекрасный объект. И вот обратились в муфтият, и нам любезно предложили такую возможность, чему мы очень рады. Мы просто ошарашены и объемом информации, и объемом работ, насколько здесь скрупулезно все это делается, какие мы выслушали все такие интересные канонические пожелания, такие традиции, такой срез культуры, что мы просто ошеломлены, и действительно сейчас пиететом все это будем рассказывать нашим замечательным гостям. Витражи, мраморная обшивка колонн, ажурные наличники и массивные двери. Эмиль Юнусов старается подчеркнуть каждую деталь, не упустить даже мелочи. Экскурсоводы внимательно слушают и записывают за ним, задают вопросы, фотографируют, и ничто не ускользает от их пытливого взгляда. Впечатлил масштаб, впечатлил подход к строительству, впечатлил подход к исторической значимости этого объекта. Когда архитектор сначала идет в архивы, исторические, значимые для него, для его народа места, и только потом приступает к работе, вот это главный, наверное, для меня правильный подход к строительству объектов такого уровня. Все-таки здесь не только красота, здесь не только техническая составляющая должна была быть, а еще и каноническая. Соборная мечеть – это не только культовый объект, но и одна из достопримечательностей исламской культуры в Крыму, подчеркивающая национальную идентичность крымских татар. В настоящее время экскурсии проводятся в самых известных мечетях Крыма. В Симферополе – в Кибир-Джами, в Старом Крыму – в мечети хана Узбека. В будущем, после завершения строительства соборной мечети, муфтият Крыма планирует проводить экскурсии для гостей и жителей республики в самой большой мечети Крыма, которая станет центром объединения не только мусульман, но и представителей различных культур и конфессий. Вы знаете, вот мы всегда живем надеждами. Надеждами на что-то прекрасное, хорошее. Мы хотим воды, мы хотим воздуха, но мы хотим и архитектуры. Мы хотим, чтобы все конфессии, которые у нас существуют, жили в мире, чтобы каждый имел свой дом для души, мог прийти, чтобы мы, люди, представители других конфессий, могли прийти, приобщиться. Ведь Крым и Симферополь – это созидатель, собиратель культур, этносов, всего самого-самого дорогого, что у нас передается семьей. Впечатление замечательное, архитектор чудесный, молодой, но с огоньком в сердце. И он хочет это закончить. Вот дай Бог ему, дай ему Аллах закончить эту стройку. Мы будем только рады. Пока же строительство продолжается, но уже цветут тюльпаны в витражных оконцах, мрамор послушно вьется ажурной вязью, струящееся кружево, словно кто-то невидимый нанизывает и нанизывает на тонкие спицы легкие петли. Экскурсоводы, как глашатые, разнесут по всему свету сказ о чудесной белоснежной мечети, что красуется на высоком берегу зеленого острова в синем-синем море и дарит каждому дух больших надежд, безграничную веру и ожидание счастья. Зера Эмирсуин, Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь.